Я вижу, например, есть государственные менеджеры, они сидят на посту, отрасль падает, все показатели падают, но эти менеджеры довольно успешно получают продвижение по службе, идут вверх. Вопиющие они неправдоподобны. Как-то не верится мне во многие данные. Когда во всем мире происходит кризис, когда во всем мире падают резко денежные переводы, как может быть обеспечиться в наших странах рост? Когда в соседних странах, например, говорят, что у нас экономика откатывается назад. В чем секрет, в чем рецепт? Надо приглашать, я не знаю, всех мировых экономистов, изучать таджикский опыт. Как получается? У нас есть присутствует фактор давления, к сожалению, он присутствует, его нельзя отрицать. Давление происходит на средства массовой информации, давление происходит на экспертное сообщество. Да, многие верят, что СМИ лучше работают, чем суды, например. И в чем-то у них они справедливо говорят. Они верят, что освещение их проблемы в СМИ поможет. Мы не можем давать ответы конкретно, но мы можем инициировать дискуссии, мы можем хоть немного прояснять ситуацию. И над этим мы должны работать. Привет, это очередной выпуск цикла «История мировой экономики» от Академии трех медведей. Мы говорим об опыте разных стран и о том, как он применим в Таджикистане. Подкаст создан при поддержке фонда Фридриха Наумана и Института открытого общества «Фонд содействия в Таджикистане». Меня зовут Зибу Таджибаева. Этот цикл мы пишем совместно с Азизом Тимуровым, руководителем Центра свободного рынка Таджикистана. Сегодня у нас в гостях Марат Маматшоев, главный редактор представительства Института по освещению войны и мира в Таджикистане. И говорить мы будем о том, как в таджикских медиа освещаются вопросы экономики. И освещаются ли вообще. Пользуются ли спросом материалы СМИ об экономике и экономической политике? То есть интересно они вообще читателям? Таджикская экономика, говорить о ней сложно, с учетом того, что очень большая доля доходов страны, она формируется за рубежом, в общем-то. Это средства мигрантов, которые там по разным подсчетам составляют от трети, 30%, там разные цифры. Таджикистан уже много лет входит в тройку, в пятерку стран лидеров по вот этому показателю, по показателю вкладов трудовых мигрантов из-за рубежа в экономику страны. Это с одной стороны, то есть мы имеем в виду ситуацию, когда от нас мало с чего зависит, в общем-то так. Ситуация с мигрантами в России, мы можем как-то прогнозировать, мы можем как-то об этом говорить, но лучше российских самих экономистов, лучше российских ученых, навряд ли мы сможем, у них потенциал другой, и просто чисто банально скажем, их намного больше. И получают они побольше нашего. Это один момент. То есть около трети доходов страны, он формируется где-то за рубежом. Другой момент, у нас очень высокий уровень теневой экономики. Эти средства, их даже оценить сложно, сколько этой теневой экономики у нас есть. И еще есть такой момент, у нас сама экономика, она сильно монополизирована. И в принятии решений в этой экономике, там очень много госсектора, и решения, которые там принимаются, мне, например, как человеку, который более-менее знаком с наукой, в общем-то, очень трудно понять, по какой логике принимается решение. По какой логике определяется успешность, например, этих государственных менеджеров. Я вижу, например, есть государственные менеджеры, они сидят на посту, отрасль падает, все показатели падают, но эти менеджеры довольно успешно получают продвижение по службе, идут вверх. Некоторые из них очень хорошо умеют говорить, очень удачно так, могут строить предложения, фразы, оперировать цифрами, но мы должны смотреть на результаты. Мы видим, например, есть тот же пример того же алюминиевого завода, который в 2009 году он выпускал одну продукцию, сейчас он выпускает совсем другую продукцию, и мне, например, непонятно, почему так. Вроде бы есть страны, например, где алюминиевый сектор рос. Да, можно говорить о кризисе, там много всяких этих придумать, но есть страны, тот же Китай, например, там алюминиевый сектор рос. Есть пример, например, той же связи, отрасль связи, которая прогрессировала у нас, Таджикистан был лидером, там по многим инновациям мы шли впереди СНГ всего, так сказать.
И были даже планы, например, у нас были экспансионистские планы, мы хотели завоевывать Китай. Мы хотели завоевать всерьез этот афганский рынок. Но по каким-то причинам эти планы были просто уничтожены. Я не понимаю вот логику этого в чем. Когда я хочу, как, скажем так, предположим, я ученый-экономист, я хочу прогнозировать. И, соответственно, у меня есть такие какие-то константы, да? Есть, например, собственность, которой люди владеют, а вокруг собственности обычно формируются интересы, да? И есть еще понятие, скажем так, экономического, ну как сказать, экономические интересы. Они предполагают, что человек осознает свой экономический интерес, и он просчитывает какие-то последствия, что надо идти сюда. Вот мотивы, по которым был просто разгромлен телекоммуникационный сектор в 2012, скажем так, ну, условно говоря, даже с 2010 началось это, скажем, с переменными боями это продолжалось, потом созданием ЕКЦ, отрасль, которая приносила 560 где-то миллионов там зарабатывалось, сейчас где-то 230. Я могу ошибаться в цифрах, но падение было более чем в 2 раза. То есть как понять это, с чем это связано? Мне это трудно понять. Что произошло в мире, какие эти были. Поэтому здесь очень много каких-то вот таких эмоциональных, каких-то непонятных решений, которые трудно анализировать. Очень много волюнтаризма. Это то же самое, что, скажем так, анализировать какую-то, например, советскую промышленность, какие-то там в советское время были вещи, которые Советский Союз делал хорошо. Но была какая-нибудь фабрика-большевичка, которая гнала план, и непонятно было, кто покупал эту продукцию. Условная фабрика. Мы помним очень много этих обувных фабрик, которые гнали продукцию, непонятно для кого и для чего. И причем, когда они не выполняли план, их еще штрафовали. То есть, вот кратко, если суммировать все, что я хочу сказать, очень много волюнтаризма, очень много внеэкономических решений, очень много произвольных решений. Когда сидит какой-то человек, мы даже не знаем кто, и он волевым методом он принимает какое-то решение. И поэтому, соответственно, писать об экономике не всегда как бы и интересно даже. Это как анализировать, вот бегун бежит, да, и если он бежит равномерно, если он бежит вперед, там к цели, ты видишь ленточку, да, и ты знаешь, он бежит постепенно к этой цели. И ты можешь анализировать, там, вот дыхание у него такое было, вот на этом он запнулся, вот здесь у него были проблемы. А если бегун бежит вот так, непонятно куда бежит, и при этом он постоянно вихляет из стороны в сторону, ну, и непонятно куда он даже, чего он хочет, это анализировать это поведение, ну, очень сложно. Поэтому в этом плане таджикская экономика, это не только для нас свойственно, это свойственно, я думаю, для всех стран СНГ, более-менее, так скажем. За некоторыми исключениями. Я вас перебью. То, что вы сейчас сказали, вы описали, очертили ряд проблем, которые существуют в нашей сегодняшней стране. Это проблемы экономического характера. И это темы, которые чаще освещаются в медиа. Но у меня сложилось впечатление, что для читателей или для наблюдателей вот эти процессы, они столь очевидны, что не требуется какого-то анализа или какого-то объяснения со стороны медиа. Они даже неинтересны. Действительно ли неинтересно? Может быть, какой-то анализ им нужен, может быть, другая интерпретация, или для них это неинтересно, потому что это очевидно? Ну, я думаю, что все равно какая-то конкуренция в каких-то секторах у нас существует. В том же телекоммуникационном, где более-менее грамотные менеджеры сидят, и там более-менее это интересно, да? Там возможно. Хотя, к сожалению, опять же, там очень силен уровень государственного регулирования. Нет, очень я имею в виду, я прошу прощения, что перебил, да. Насчет, есть ли интерес со стороны пользователя медиа, неважно какого это может быть, пресса, электронные медиа, о том, нужно ли им какое-то объяснение, интерпретация происходящего, качественный анализ, почему так происходит. Слухов полно. Более-менее люди понимают, что происходит в стране с экономикой. Но есть ли потребность, запрос на качественный анализ происходящего в экономике, в бизнесе, почему так происходит, и по полочкам разложить? Вот
Есть ли запрос населения у медиа, у журналистов к медиа? Да, запрос есть, конечно, есть. Но он недостаточный, так скажем. Запрос, какова экономика, таков и запрос, я бы так сказал. Но запрос есть. И, конечно, нужно анализировать. И, опять же, очень мало инструментов, которые можно анализировать. Например, для нас дата-данные, дата-материалы делать, это огромная и большая проблема. Потому что у нас очень мало какой-либо статистики, очень мало. Например, для машинного анализа, те цифры, которые у нас есть, им трудно скормить машине, чтобы она что-то там анализировала. И многие данные, они настолько, прямо вопиющие, они неправдоподобны. Как-то не верится мне во многие данные. Когда во всем мире происходит кризис, когда во всем мире падают резко денежные переводы, как может быть обеспечиться в наших странах рост? Когда в соседних странах, например, говорят, что у нас экономика откатывается назад. В чем секрет, в чем рецепт? Надо приглашать, я не знаю, всех мировых экономистов, изучать таджикский опыт. Так получается. Поэтому, когда ты все-таки хочешь писать более-менее реальные вещи, очень мало данных на эту тему. А ведь экономист чем он работает? Он работает, как ученый, это прошли те времена, когда ученый приходил и начинал из своей головы строить какие-то схемы и выдумывать какой-то анализ. Он работает с цифрами, и, правильно говоря, сейчас многие экономические статьи, они больше похожи на математические какие-то там тонны формулы и так далее. Это такая тенденция. Более-менее мы хотим работать по-научному. То есть не просто выдумывать, цены на бензин упали, и мы все говорим смело, что цены во всем Таджикистане вырастут. Скорее всего, да. Осторожно можно предположить, да. Но не обязательно, что все вырастут, а может быть и обратная тенденция будет. Кто его знает. Поэтому этого нам не хватает. Всего. Качественного анализа? Для качественного анализа нам данных не хватает. Поэтому, к сожалению, я вижу не только таджикскую экономическую журналистику, но и соседних стран. Там очень много старого, скажем так, еще старых методов, когда человек реально умная голова сидит и начинает что-то там изобретать и думать. А что делать? В любом случае прогнозы, они ценны. Прогнозы, они чем ценны? Даже если он не верен, он заставляет человека задуматься. Человек задумывается и, по крайней мере, он какую-то логику понимает. То есть проблема сейчас не в том, что у нас журналисты не могут писать качественные статьи, а именно то, что у них не хватает просто данных. Проблемы тут каждый, если брать, мы берем все и объекта, и субъекта, тут у всех и у субъекта, и у объекта есть проблемы. Скажем так, интерес слаб. Он есть, но он слаб. У читателя. У читателя, да. Интерес заниматься этим, он есть, но он слаб. Журналисты, это очень муторно для них считают, заниматься цифрами и работать серьезно, искать, скажем так. Я каждый раз, например, говорю журналистам, и признаю самокритично, я сам тоже такой же ленивый таджикский журналист, как и все. Я говорю, идите к первоисточнику. Идите, ищите первоисточник. Когда я вижу, например, ссылку на BBC, я сразу смело ее беру. Хотя она ссылается на какой-то там сайт. Как правило, BBC можно доверять? Левый сайт. Нет, она ссылается на сайт, где, если ты туда пойдешь, ты еще кучу информации интересной можешь зайти. Но это будет искать долго, там надо ворошить и там искать. Проще взять просто гиперссылку на BBC. Просто взять гиперссылку на BBC, и мы так работаем. По-своему, да, журналистика, это тоже нельзя преувеличивать. Журналистика, она существует, газета существует один день, говорят, ежедневная. Еженедельно она существует 3 дня или 2 дня. Сайт существует, я не знаю сколько, тоже недолго. Наши публикации экономические, мы о них очень высокого мнения, но они существуют максимум 2 недели. Поэтому вы поймите одну вещь такую, совершенствовать статьи можно до бесконечности, да? Их можно как это называют те, кто хотят
маниакально... Перфекционист. Журналист-перфекционизм, он убивает журналистику. Таких людей надо просто выгонять. Но я не видел перфекционистов. Среди журналистов я видел... Нет, не надо путать между добросовестностью. Непрофессиональных журналистов. Не надо путать. Добросовестность – это разные вещи. А перфекционизм – это когда ты стремишься все новые и новые вопросы задать в статье. И в конечном итоге ты просто не приходишь к концу. В конечном итоге ты потом приходишь к такому моменту, когда выходит 5-6 статей по этой теме, и в каждой из них раскрыта тема твоей статьи. Так что тут всегда надо жертвовать чем-то. В журналистике такая есть специфика. Опять же, суммируя, есть проблемы. Людям не так интересна экономическая журналистика. Почему? Объем экономики маленький, я сказал. Очень мало, очень много того, о чем мы не можем говорить. Мы не можем подтвердить. Мы говорили о слухах, например. У нас они реальны, и за ними реально стоят. Мы знаем, например, что вот какая-то группа создается, и она связана с кем-то. Но сказать мы это не сможем. Нам трудно доказать. То есть нас волнует тема пенсий, денежных переводов, налогов, но об этом мы не можем писать или говорить. Вот здесь, скорее всего, мы как-то можем говорить. Мы можем, скажем, на уровне макроэкономики нам сложно как-то что-то прогнозировать. Но на уровне вот таких вещей, почему бы нет? Мы можем говорить об этом и можем даже прогнозировать. Мы можем оценивать какие-то вещи, скажем так. Правительство, например, говорит, мы постоянно повышаем пенсии. Но мы можем сказать, что нет, вы повышаете пенсии чисто в денежном выражении, а в реальном выражении, то есть насколько они потом покупательную способность эти деньги имеют, люди теряют в деньгах. Люди теряют. Вы их опровергаете? Да, мы их опровергаем. И это одна из задач журналистики, в общем-то. В принципе, если правительство говорит правду, мы должны подтвердить, и в этом нет ничего плохого. То есть журналистика, мы стремимся установить истину вот в какой-то определенный промежуток времени. Вот чем отличается от нас история? Для истории факт – это нечто супер доказанное. А для нас факт – это то, что доказано на этот момент. Мы берем этот факт, мы работаем с ним. Потом приходят историки и начинают все анализировать и там устанавливать, что было все на самом деле не совсем так, как мы об этом говорим. Поэтому вот такой нюанс есть. Я хочу резюмировать. То есть возникает такой парадокс. Людям неинтересно читать о том, что происходит с точки зрения экономического толкования, но интересна их повседневная жизнь, такая же экономика. Так? Да. Но здесь опять же такой есть нюанс. То есть они понимают, вот я перебил, моя основная цель, они понимают связь между их повседневной жизнью и тем освещением экономики, экономической политики, и есть ли взаимосвязь между ними? И могут ли они на это как-то повлиять? Хорошо, вот такой пример про пенсии. Опять же, вот было бы хорошо, если был бы социологический опрос какой-то на эту тему. И я бы сейчас не выдумывал бы из головы какие-то. Именно применить к Таджикистану или к Узбекистану или к Кыргызстану. Кстати, нельзя проецировать итоги. Можно осторожно, более-менее говорить, а вот в Узбекистане так. И очень осторожно проецировать это и на Таджикистан, эти выводы. Но опять же, очень осторожно. Потому что все страны, есть своя специфика, есть разница. Но у нас этого очень мало. Мы знаем, в Европе, например, соцопрос, там на каждый чих проводится соцопрос. А почему это так? И реально это зачастую помогает. Бывают, конечно, и абсурдные вещи, доходят до абсурда. Но в реальности это помогает. Вот в данном случае, например, когда мы пишем о пенсиях, самим пенсионерам может предмет они не читают аналитику. Это вопрос интересен, опять же, молодежи, у которой, скажем так, у нее формируется гражданственность, и они как бы хотят разобраться, насколько реально государство помогает пенсионерам. Это какой-то вот такой есть образ, я просто вижу. Молодым или людям там до 40, до 50, им интересно, насколько же реально власть обеспечивает защиту этих людей. Может быть, и какой-то есть и свой интерес, что когда ты станешь взрослым, насколько обеспечена будет и твоя защита. Вот в таком плане. Здесь интересы, они как бы не работают прямо. То есть, если ты акционер какого-то там строительной компании, и там публикуется статья на эту тему, и ты сразу бежишь и ее читаешь. Не факт.
Но, опять же, вот есть такая, скажем так, более-менее думающая, я бы сказал, которая ей интересны и этот вопрос, и этот вопрос. Главное, что эти вопросы, чтобы они были привязаны к реальности, чтобы человек узнавал эту реальность, чтобы они оперировали на более-менее доказанных фактах, чтобы там эмоциональный момент, он не был главным. Он в журналистских материалах, так называемой журналистской аналитике, он присутствует, он важен. Люди ощущают, как люди познают реальность. Да? Когда ты понимаешь это, разумом можно сказать, ты сам эту новость видишь, ты ее можешь анализировать. Второй момент, когда ты видишь, что она уже проанализирована кем-то, ты можешь это осознать, почитать, согласиться, не согласиться. И уже на уровне эмоциональном. Это очень важно, кстати. Эмоциональное, когда идет подкрепление какого-то материала, ты лучше осознаешь. Сейчас в таком объеме не случайно информации, же говорят, что да. Литература по эпохе, она лучше всего, скажем так, позволяет. Либо судить об авторе этого материала, то есть об эпохе автора, в которой он его создал, либо реально об этой эпохе. Скажи, а эксперты? Нам всегда не хватает экспертов, особенно экономистов. Как сейчас вообще обстоят дела с сотрудничеством? И с кем? Есть ли такие? С этим, опять же, проблема. Есть звездные эксперты? Есть звездные эксперты, да, но их все меньше. В какой-то момент у нас присутствует фактор давления, к сожалению, он присутствует, его нельзя отрицать. Давление происходит не на средства массовой информации, давление происходит на экспертное сообщество. Поэтому многие эксперты не хотят общаться, либо не хотят уже входить. Скажем, эксперты с именем, они как бы защищены от этого. Очень сильное давление происходит, как правило, на молодых экспертов. Которых только надо еще выращивать, лелеять. Выращивать, лелеять, и которых нет имени. И когда он сталкивается с проблемами, не все спешат об этом сообщать и говорить. И он иногда там говорит, что лучше я не буду... Занятие экспертом, это тоже как бы... Ты долго должен делать имя, и не факт потом, что ты за счет этого имени будешь что-то потом иметь. Будем говорить с прагматической точки зрения, что это так. Сегодня я читала один материал, тоже на экономическую тему. К сожалению, комментировали никак не экономисты, эксперты, а журналисты. Да, у нас журналистика в Таджикистане, специфика таджикской журналистики, что она лет 10, она уже... лет 15, может быть. Она уже как бы подменяет и многие другие стороны. Журналист, он становится как и адвокат, как и эколог, как и я не знаю кто. И в этом есть, конечно, универсальный, не знаю. Да. Нет, уже не думаю, что это универсальность. Мы становимся, как про одного эксперта в России сказали, универсальный дилетант. Вот наши журналисты, когда они комментируют, мы как бы иногда отказаться тоже не сможем. Я это самокритично и себя имею в виду. Мы отказаться не можем, потому что мы сами просим у людей дать комментарий, а как бы, когда ты отказываешься, это тоже неправильно. Именно поэтому мы часто читаем на основах анонимности. Какой-то эксперт что-то комментирует. Это связано именно с этим? Есть моменты, когда, скажем так, СМИ может сказать о проблеме смело, и, скорее всего, и не будет проблем. А сам эксперт в силу ряда причин, он опасается этого. Он может в Академии наук работать. Например, мы знаем о проблеме нелегального трафика горючего на таджикско-кыргызской границе. Да? Контрабанде. Более-менее это как бы, уже признается. Но эксперт об этом не может испугаться сказать. Он скажет об этом, и мы более-менее это... В общем-то, есть и другие нюансы. Есть вопросы, например... Вопрос в том, что, например, эксперт с Академии наук, и, скажем, он в каком-то отделе работы, где начальник, он ревниво относится. Даже такие моменты есть личного характера. Да. Личного характера. Он запрещает своим этим без согласия, например, или вообще общаться. Может, когда директива есть. А может быть, он просто боится, что кто-то высокостоящее лицо ему позвонит. Например, к врачу ты приходишь. Врач, он должен там согласовать это с Минздравом. Иногда, зачастую бывает, чиновнику проще тебе отказать, к сожалению, такая ситуация, чем дать комментарий, за который... Мы видели, как общаются некоторые у нас замминистры,
в общем-то. И мы понимаем, что на самом деле это уровень не его, не только его, многие так, уровень такой же. Там Южная Корея, Северная Корея, или что там было. Уровень открытости или уровень компетенции? Уровень компетенции, скажем так, уровень познания о современном мире. Я слышал еще другую проблему, что вопрос кроется не только именно в самоцензуре, но также и в деньгах. Что если агентство, медиа-агентство готово платить хороший гонорар, то найдутся и хорошие эксперты, которые готовы писать работы и статьи. Так, между комментариями экспертов и экспертными статьями это разная вещь. За комментарии мало кто платит, практически никто не платит. А если писать именно писать, да, есть вопрос гонорара тоже есть, да. Но опять же, тут вопрос вот такой компетенции авторов. Очень мало компетентных авторов, реально. К сожалению. Мне трудно понять, но я вижу, что молодые люди, например, более-менее вот по 25, вот этот возраст, они более-менее, они стараются работать в русле вот мировых каких-то тенденций. Они изучают английский язык, они смотрят там какие-то мировые тренды и так далее. А вот какое-то поколение, какой-то уровень вот постарше, они как-то среди них они мало совершенствуются. Не знаю я. Опять же, это личное мое такое мнение. Очень мало все равно компетентных авторов для страны. Даже официально у нас 10 миллионов населения. Даже за деньги их трудно найти. Даже за деньги трудно найти человека. Иногда я не думаю, что мы платим плохие гонорары, но нам трудно найти человека, который мог бы писать быстро, оперативно, именно так давать нам, именно отвечать именно на те вопросы, которые мы ему формулируем. А бизнес можно вообще на этом делать? Продавая информацию? Бизнес, продавая информацию. Ну, были попытки, периодически предпринимались. Я не буду говорить кем, но мы знаем кем. Вы имеете в виду бизнес-журналы или что-то другое? Бизнес-журналы какие-то, да. Пытались по подписке, но они не увенчались успехом. Почему? Опять же, экономика очень маленькая. Зарубежные инвесторы, он читает про Таджикистан, он видит эти новости, и ему, в общем-то, достаточно. Он видит высокую степень монополизации, он видит там МВФ, как ни странно, тоже doing business на многих влияет. Отчеты о doing business или еще что-то там. Он читает, он видит, что... И, в общем-то, там видно, сколько приходили у нас в страну инвесторов и как они уходили из этой страны. Причем даже с высоким уровнем там политического прикрытия у многих инвесторов были. Скажем, у того же Дерипаски, например, да, у него структура. Тем не менее, они все ушли из Таджикистана. Я не знаю, получили ли они в итоге что-то плюс. Или иранец. Или иранец. Да. Занджани. Занджани, это вообще... В общем-то, можно суммировать, опять же, к сожалению, зачастую приходят вроде такие люди, как Занджани. Очень такой, я бы сказал, сомнительный. При том, что он еще там против сильнейшей экономики мира, она имела к нему претензии. Я думаю, это нереалистично, скажем так, для нас с нашим уровнем потенциала претендовать на роль такого оппонирования. Это, в общем-то, сомнительные инвесторы к нам приходят. И цели у них тоже сомнительные. Ясно. Но если Я не хочу сказать все, опять же. Некоторые, многие, вот так. Возвращаясь к вопросу ЗБО, то есть делать бизнес на продаже информации, публиковать как-то бизнес-журналы или делать подобие, предположим, можно ли делать подобие РБК или там Bloomberg, то есть таких изданий или сайтов или медиа-организаций, которые могли бы заниматься освещением или созданием бизнес-информации, инсайдерской бизнес-информации, то, что может покупать и бизнесмен, таджикский бизнесмен, скажем. А не международный инвестор. Нет, я думаю, что навряд ли. Ясно. В ближайшее время навряд ли. Я думаю, что если может быть успех, это должен быть централизиатский успех. Это централизиатское какое-то издание должно быть на уровне всего региона. И причем, например, Туркменистан надо просто отсечь будет. Там вообще невозможно работать. Будем так говорить. Может быть, Афганистан подключить. Может быть. Хотя там тоже нестабильно.
сейчас? Ну, в общем-то так. На уровне региональном, может быть, да. На уровне отдельной страны, даже на уровне Узбекистана, сомневаюсь. Что можно издавать рентабельные. Вы понимаете, объемы нашей экономики очень малы. Там раньше объемы всех 5 стран, они были там на уровне одной федеральной земли в Германии, там провинции. В общем-то, это очень мало. Тогда поясните мне, Зибо, как не журналистам, в этом случае, как выживают и зарабатывают медиа? Ну, мы же не бизнес, компании? не только бизнес-новости делаем. Это не только бизнес, но тем не менее, это только реклама, публикация это рекламы? только реклама. Я думаю, что все равно сектор этот нужен хотя бы для какой-то части иностранного бизнеса, чтобы его предупредить, что ситуация такая. Я думаю, что хотя бы на каком-то уровне это нужно делать. И, к сожалению, без грантов международных организаций пока выживать сложно. Мы должны понимать, что долгосрочно зарабатывать, обеспечивать мы не сможем. У нас нету ни уровня проникновения интернета, нету ни у населения нету денег. Я знаю, например, сейчас в России некоторые издания хотят за счет подписки зарабатывать. Некоторые, это возможно на уровне блогинга. Какой-то блогер-экономист, он сидит, и он чисто один, у него там какой-то есть посещаемость, и он рассуждает. У Азии Плюс получилось, кстати, с этим? Ты меня спрашиваешь. Ну, мне также интересно иметь, потому что я... На уровне один блогер может зарабатывать, но вы сами понимаете, какой будет уровень анализа. То есть человек, у нас сейчас время очень узкой специализации. Вот в чем проблема еще, в том, что наши журналисты, у них мало узкой специализации. Я их называю так: журналисты обо всем. Да? Журналисты, экономисты обо всем. Сегодня он пишет про финансы, завтра он пишет про пенсии, послезавтра он пишет про это. Он должен в чем-то очень хорошо разбираться. Потом он может писать и о других проблемах тоже. Но когда у тебя есть специализация, ты получаешь очень прочную базу. Но медиа не может содержать такого журналиста, который будет выдавать тебе узкоспециализированный материал. Вопрос в том, что когда ты понимаешь хорошо один предмет, ты потом, как ни странно, смежные предметы многие, ты тоже будешь хорошо в них разбираться. Нет, конечно. Нужно глубоко копнуть хотя бы в одной сфере, чтобы потом разбираться более-менее во многих других комплексах. Ну, таких мало, мы же их просто выдергиваем. Мы их воспитываем, они уходят в международную организацию. В Азии Плюс так было. Они уходили в разные сферы. И не возвращались. Да. Нет, почему? Они могли в журналистике работать, но в другом издании. У нас есть конкурент. В лице международных... У таджикских СМИ есть конкурент. В лице международных организаций. Я не призываю закрыть международные организации, потому что эти люди просто уедут за рубеж. Они не придут в таджикские СМИ, скорее всего. 90% точно не придет. Конкурировать мы по уровню зарплаты точно с ними не сможем. Поэтому здесь есть такой нюанс, что... Это должно быть, но должно быть поддержано за счет... СМИ должны повышать свои доходы. СМИ должны повышать свои доходы, и в какой-то момент, например, в 2007-2008 был такой процесс, что даже из международных организаций удавалось авторов переманивать в средства массовой информации. У нас были такие примеры. Тогда был расцвет. Или в местной МПО, был расцвет. 2017 год. Седьмой год. Да. Седьмой. Я думаю, это где-то под 2010, наверное, пик был. С перерывами какими-то, да. С перерывами тогда. Было и много изданий на разный вкус. Ясно. С хорошими доходами от рекламы. Да. Ну, тогда и рынок был рекламный, мне кажется. И рынок был рекламный побольше. У нас низкая покупательная способность все-таки населения, она низкая. И на информацию? Или на все? На все. Очень много доходов уходит на удовлетворение обычных потребностей. Очень большие доходы, я не знаю, сколько у них остается после того. И, в общем-то, такая ситуация. Очень узок рекламный рынок, очень высока доля монополизации. Если бы хотя бы у нас был бы конкурентный рынок где-нибудь, у нас бы ситуация изменилась. У нас только сейчас только в секторе телекоммуникаций есть какая-то конкуренция. На уровне сельского хозяйства тоже так. Там недавно я публиковал статью я сам написал статью про государственные предприятия, они формируют огромную долю промышленности, госпредприятий и вообще экономики.
Они вообще не заинтересованы в сотрудничестве со средствами массовой информации. У них нету такой задачи. А в чем они заинтересованы? Ну, например, Талка, зачем ему присутствовать в средствах массовой информации? Они делают это, но чисто, чтобы одно время у них был такой, скажем так, ну, среди какой-то некоторой части населения, условно, был некоторый антирейтинг. Мне, опять же, это мое личное оценочное. Или они так это представляли. И они вот, чтобы это, они публиковали материалы о себе. Но это было, опять же, чисто такое вот волевое решение счета. Так, по большому счету, ну, у них есть какая-то продукция, это какие-то алюминиевые чушки или еще что-то там. Я одно время читал их продукции, там, казаны и прочее. Ну, так, кто им может быть конкурентом на нашем рынке? По производству того же алюминия, например. Китайские какие-то с ними конкурируют. Я не знаю. Средства массовой информации, бизнес, например, заинтересован в средствах массовой информации прежде всего для того, чтобы продвигать свой бизнес, да? Чтобы свои бизнес-интересы. Он публикует там рекламу о себе, и, в общем-то, люди читают рекламу. А так, вы много видели рекламу о таджикских товарах в наших средствах массовой информации? Я немного. Я вообще посчитала тут рекламу много недавно. Много ли у нас продается местного продукта? Я интеллектуальный продукт тоже имею в виду. Я бы не сказал, что много. Поэтому... Слушай, я даже не видела рекламу в последнее время молочки, которая, в принципе, она неплохая. Да. Ну, опять же, здесь и нюансы есть. Может, они преувеличивают это. Это старый такой аргумент, что сами производители говорят, когда мы публикуем рекламу, к нам приходят налоговые и говорят, что у тебя появились лишние доходы. И так. Но я не знаю, это на каком уровне. Может, они так отбиваются от нас и считают, что наша реклама неэффективна, и на самом деле с нами не надо связываться. Ясно. Я, кстати, не согласен с этим. Например, я знаю одна компания, например, интернет-компания, она очень хорошо выросла за счет потребителей, за счет сотрудничества со СМИ. Они сразу же все публикации на свои продукты, на свои новинки несли в средства массовой информации и получали приличный рост аудитории. По крайней мере, одно средство массовой информации, один интернет-провайдер признавался мне в этом, говорил об этом, даже с цифрами на руках. Была еще одна компания, которая конкурировала с Coca-Cola, и тоже они сотрудничали со средствами массовой информации и тоже говорили, что это было полезно для их бизнеса. Что сейчас вот происходит, мне трудно сказать. Я не вижу их практически рекламу. Я о том, не вижу, как да, говоришь. я тоже не вижу. Акимарат, вы затронули тему, когда написали, публиковали свою статью о государственных предприятиях и что нужно их срочно приватизировать, и что со стороны или читателей, или со стороны людей, назовем их лиц, принимающих решения, никакой реакции не было. А были ли случаи, когда какое-то издание, ваше или другое таджикское медиаиздание, его материал как-то поменял, например, политику, или заставил пересмотреть на какие-то моменты в каких-то законах или в каких-то решениях у лиц, принимающих решения? То есть повлияло ли положительной стороны, я имею в виду? Ну да, это общий такой пример, это дискуссия, которая развивалась по поводу повышения цен на интернет. Это было благодаря медиа? Да, это благодаря не сколько медиа, ну и медиа в том числе. Но я думаю, я думаю, и соцсети, и медиа в совокупности. Но есть это обычный пример, это обычная такая практика, когда какая-то идея выбрасывается на каком-то уровне и смотрится на реакцию. Да? Это как человек входит в воду, и вначале он прощупывает. Холодно, как можно прыгнуть с головой или как. В общем-то, здесь тоже так же. Была брошена идея, что, может быть, повысим цены, и потом эта идея была отменена, потому что она была воспринята негативно. Но это причина инфоповода. А вот было ли... Была, например, мы публиковали в Азии Плюс статью, когда повысили цены. Я приводил этот пример уже. Хочется повторять, но их на самом деле, к сожалению, не так много. Короче говоря, повысили цену на хлопок для отечественных производителей.
это такое абсурдное... Чтобы не экспортировать или... Это была такая абсурдная вещь. То есть мы вот Зебо, предположим, иностранный производитель, мы продаем хлопок дешевле, чем вам, отечественному производителю. Мотивировка была такая, что мы получаем валюту, мы продвигаем свой экспорт. В общем-то, эта идея была таджикской сырьевой биржи, о которой я уже давно не слышал, и может быть даже и к лучшему, я не слышал о ней уже давно. В общем-то, мы это опубликовали, было много идей, и, в общем-то, потом эта идея, причем эта идея, она противоречила позиции государства. Государство желает, мы знаем, что когда хлопок, его вывозишь, там добавочная цена на изделие из хлопка там в несколько раз, я сейчас затрудняюсь сказать, в сколько раз. Одно дело продавать сырец, хлопок, другое дело потом готовую продукцию. Там это называется ножницы, да? Ножницы цен, где сырье дешевое сравнительно, продукция из него дорожает намного больше. Вот было принято решение, которое противоречило, там было заявление, например, на самом высоком уровне, что мы хотим добиться, чтобы хлопок у нас перерабатывался на таком-то уровне. И вот тут такой вещь. После этого было отменено это решение. Я сейчас не могу вспомнить еще какие-либо... Я могу вспомнить один пример. Это был совсем недавно, да, когда пытались монополизировать рынок СМС-рассылок. Да, и тоже было несколько публикаций, и в конечном итоге это просто решение потом отменили. Я надеюсь, что так. Но вижу, что я думаю, там еще идет, возможно, и там были еще другие побольше игроки, но эксперимент? Типа... Нет, там решение уже было принято. Оно просто его отменили. Хорошо. У нас сектор коммуникации, он такой самый подвижный. И вот мы помним, еще в 2005 году была попытка создать вот этот единый коммуникационный центр. Его долго откладывали, да. Еще тогда была эта идея заявлена, но тогда и СМИ были против, и, как ни странно, на тот момент они нашли, и сами компании были против. И антимонопольная служба. И антимонопольная служба в тот период она выступила против. Было письмо о том, что это противоречит законодательству Таджикистана, создает монополию и так далее. Потом с разными промежутками эта идея, она возобновлялась. В 2010-м она всплывала, потом встречала противодействие, уходила. И вот так перерисовала, и в 2015 году, к сожалению, она вот победила. Ты так предполагаешь, что эта идея также будет еще несколько раз сбрасываться? Я могу только предполагать. Речь идет, опять же, о том, насколько это выгодно будет, и насколько это можно будет обосновать. Насколько это можно будет обосновать. Опять же, обоснование там было с точки зрения ЕКЦ, с точки зрения безопасности и борьбы с серым трафиком, если они не ошибаются. Это правильно было. Да. Но самое главное, что в сером трафике больше всего подозревали как раз ту структуру, Таджик-Телеком, которая занималась этим, которая сейчас ЕКЦ, короче говоря, курирует. Но опять же там... Ясно. Резюмируя наш вопрос, то есть у медиа есть определенная возможность или небольшая власть отменить решение лиц, принимающих решения, через свои публикации или через экспертные статьи. Такой небольшой рычажок, я бы сказала. Опять же, надо исходить из чего? Опять же, через создание общественного мнения. Через общественное мнение читает, и опять же, это тот же самый нюанс. Не медиа это делают, а вот в случае, кстати, в противодействии с дорогим интернетом, там больше соцсети были более активны, кстати. То есть здесь мы должны опять же вспомнить, что главное, важное, это общественное мнение. И СМИ не является главным инструментом, который это общественное мнение формирует. Это очень диалектический, сложный процесс. Его много чего формирует. В современном мире это социальные сети формируют, и элементарно разговор бабушек на скамейке.
их формируют, там и вот чайханские разговоры и так далее. Какой процент тогда отводится медиа в этом случае? Это можно только, это опять же нужны исследования социологические. Ты даже примерно не можешь сказать. Я даже примерно не могу сказать. Ну, там 10%, там типа это вот вклад медиа в создание общественного мнения. Я скажу, что чем больше вклад медиа в эту реку, тем лучше. Потому что медиа, оно работает на основе, к нему можно предъявить претензии, если он публикует какие-то недостоверные факты. Да? Медиа, оно уязвимо для публикации фейков и так далее. Вот бабушка, она где-то сидит на скамейке, к ней не подберешься. Ну, она скажет там среди 10 подруг, что прививки опасны для здоровья. И ничего ты с этим не сделаешь, что прививки ведут к аутизму. И ничего ты не сделаешь с этим. А когда медиа об этом напишет, это будет совсем уже другой разбор. Я бы сказал, что условно так, вот эти речки, они как бы все другие речки, в том числе и соцсети, они более грязные, там больше фейков и больше недостоверной информации. А эта речка, она, условно говоря, более чистая. Медиа, да? Но она очень узкая. Но она, скажем так, в странах, где более... Иногда пересыхает. В некоторых странах она высыхает. Она более-менее обширная, чем, я бы сказал, 35%, 40%. Это вот в таких каких-то странах, где очень много разных СМИ существует по самым разным вопросам. И они там много всяких инструментов для анализа у них. Скажем, ладно, самое большее, я думаю, 55-60%. У нас, я думаю, это 10-15%. Вынудила тебя сказать. Может быть и 5%. Может и 5%. 10%, я думаю, сейчас соцсети формируют. Кимарат, люди верят, что через СМИ можно поменять ситуацию, можно защищать свои интересы или продвигать свои? На уровне каких-то, это давно уже они верят. У нас к СМИ, особенно к газетам, у нас отношение вот такое у многого, у значительной части аудитории, это в газете написали. Это как бы истина в последней инстанции. Некоторые так это рассуждают. Да, многие верят, что СМИ лучше работают, чем суды, например. И в чем-то у них, они справедливо так говорят. Они верят, что освещение их проблемы в СМИ поможет им. И как в последнюю инстанцию идут. И как в последнюю инстанцию первую инстанцию они идут. Первую. Я думаю, что нет, да? Ты думаешь, первую? Перед тем, как, скажем, у него, я не знаю, снесли огород там власти. Или еще что-то. Он идет в СМИ, он не идет в суд. Он идет с ней, просто сообщает это у себя в ленте или просто идет, пишет, обращается в редакцию? Он обращается в редакцию. В соцсети он больше, опять же, это мои оценочные вещи, в соцсети он больше, это как бы крик души. Он облегчается, так сказать. Он для моральной поддержки. Да. А в СМИ он идет конкретно там, и иногда он эмоционально чистое решение принимает идти в СМИ, и когда потом он сталкивается с каким-то давлением, часто он уходит просто в тень, вот это лицо инициирующее, или соглашается, а СМИ потом расхлебывает это все. Такое тоже бывает. Какие мифы и слухи об экономике чаще всего муссируются в средствах массовой информации? Именно в таджикских медиа. Есть ли какие-нибудь интересные идеи? Я сходу могу только об одном мифе опять же сказать. Это о том, что лучше государственная собственность пусть будет в руках государства. Вот то, что приватизация это плохо, да, это опасно. Что приватизация это плохо. Я понимаю логику людей. Они и справедливо зачастую говорят, что объект будет списан, и объект будет продан по дешевой цене нужным людям. Я понимаю эту логику. Но, опять же, логика такова, вот эти госпредприятия, например, они висят у нас на бюджете. Их надо содержать, их надо охранять. И они должны платить налоги, они должны платить какой-то минимум своим работникам. И здесь, опять же, есть такой нюанс, что люди думают, что госпредприятие лучше защищает права людей, права своих сотрудников. Я вижу, например, ТЖК, например, может просто распустить своих сотрудников.
Я вижу в аэропорту, вокруг него, опять же, много ситуаций, много таких идет информации. Я не могу сказать точно, но я сомневаюсь, что в этих предприятиях права простых сотрудников лучше защищаются. У руководителей, скорее всего, да. Простого сотрудника могут просто указать на дверь, и суд, скорее всего, поддержит работодателя. Скорее всего. Поэтому, опять же, вот таких мифов много. Там, что они лучше соблюдают экологические требования, навряд ли. То, что они лучше работают, навряд ли. Вот нюанс такой. Одно дело, если бы в начале века, да, скрипя сердцем, продали бы эти предприятия, получили бы какую-то сумму. Опять же, надо быть реалистами. Я, например, у меня к российской приватизации довольно негативное явление, потому что я считаю, что там, в России, они могли бы обеспечить лучшую приватизацию, получить больше денег. Там была другая ситуация. У нас другая ситуация. Опять же, вы понимаете, что я имею в виду. Потому что, к сожалению, управление у нас другое. И одно дело продать тот же завод, который производит тонну материалов, скажем, в 2005 году. И одно дело продать тот же самый завод, который производит в 10 раз меньше продукции. И при этом еще у этого предприятия есть куча долгов и каких-то внешних, которые сидят у нас. И долгов по зарплате у него сидят, и долгов по налогам, и куча там других проблем. И при этом он еще мог очень плохо подействовать на экологию. У нас люди не понимают, что вот это предприятие, они говорят, пусть стоит, пусть будет оно как бы типа наше. Да? Оно типа наше, но оно каждый день оно несет нам убытки. Каждый день условно, ты был должен 4000 перед китайским вот этим нашим кредитором, каждый день тебе $5 там рисуется за счет вот такой ситуации, в том числе. Каждый день страна получает меньше налогов. Мы видим, что даже такие какие-то сотовые, например, тоже Таджик-Телеком, ему постоянно списывают, он не платит налоги. Зачем нужно? Что значит госпредприятие, если оно не платит налоги, не поддерживает пенсии, не поддерживает зарплаты, не поддерживает бюджетников? Здесь есть такой нюанс, опять же. Госпредприятие, это не... У нас ошибочное мнение, что оно принадлежит обществу. Нет, оно не принадлежит обществу. Оно принадлежит конкретным людям, которые сидят и которые принимают решения. Собственность – это совокупность 3 полномочий. Да? Собственность – это право владения. Мы все владеем, условно, там какой-то машиной, какое-нибудь министерство, да? Мы все владеем. Право пользования. Но на этой машине мы никогда в жизни, у нас нет шанса сесть в эту машину. На ней, скорее всего, едет какой-то там знакомый этого министра, или его родственница, или еще кто-то. Ну, может, раз в год кто-то из нас прокатится, это будет большой. И право распоряжения. Вот эти 3 полномочия, если так, самое хорошее определение собственности. И когда ты... И вот это лицо, эта машина, оно поедет, там какой-то километраж делает, в какой-то момент принимается решение, она типа старая, ее надо продать. И лицо, которое принимает решение, продает ее. Не спросив нашего согласия. Вот земля государственная собственность. И по идее какой-нибудь там участок земли в Шахритусе, он принадлежит мне. Но как я могу реализовать свое право? Никак. Поехать туда. Есть коллективная собственность. Вот если вы так боретесь за социализм, социальную справедливость, это для меня не пустое слово. Я к этому нормально отношусь. Но если вы боретесь, то госсобственность это не есть социализм. И это не есть коллективная собственность. И лучше всего это какая-то создавать коллективная, какая-то акционерная и какая-то угодно. Я не люблю вообще говорить об измах. Это очень спорные вещи. Когда ты говоришь об измах, надо понимать, что ты понимаешь. Под либерализмом, под социализмом, еще какие-то термины. Зачастую бывает так, что вы одинаково думаете, просто вы с терминологией там играетесь. Вы неправильно понимаете какие-то вещи. Поэтому всегда надо договариваться, какие ты термины используешь, какие ты понимаешь. И вот, я думаю, самый большой миф, у нас очень уважаемые эксперты говорят, госпредприятие нельзя приватизировать, у него должно быть контрольный пакет, должен быть в руках государства.
Хорошо, я прихожу, я инвестор. На полном серьезе я хочу купить какую-то там компанию. Я прихожу, там условно сидит наш таджикский менеджер, у которого есть свои мотивы, и непонятно, какие у него критерии успешности. У меня критерий успешности понятен. Я хочу заработать больше денег. В принципе, меня можно ограничить. От меня можно потребовать, чтобы я местных рабочих столько-то сохранил им зарплату, там и держал. Какие-то требования ко мне при приватизации могут предъявить. Да? В принципе, это делается в странах. Но я прихожу к этому человеку, у него совершенно другие понятия. Как я буду с ним работать, с этим человеком? Мы идем совершенно в разных этих. Не говоря о том, что он может по каждому вопросу бегать, согласовывать. Я говорю, давайте сбросим цены на интернет. Это вполне реально, кстати. У нас в Таджикистане сделать, сбросить цену на интернет, и, может быть, даже ты будешь победителем. Вполне возможно. Он будет согласовывать это, и, скорее всего, потом придет и скажет, нет, нельзя. Через месяц. Или через 2. Так что все, кто это говорят, они сидят в плену каких-то стереотипов. Они сидят в плену стереотипов. И они как-то даже эту ситуацию не пытаются проигрывать в голове. А медиа может избавить их от этих стереотипов? Я написал эту статью не потому, что я думаю, что это ответ на все вопросы или что-то. Может быть, даже там я ошибся. Я хочу просто дискуссию. Когда у нас нет достоверных данных, наша задача инициировать дискуссию. Мы должны говорить с людьми, мы должны говорить с обществом. Этого достаточно. Мы должны говорить, стараться и вовлечь власти в этот разговор тоже. Да, хотя бы инициировать дискуссию. Чтобы, по крайней мере, чтобы люди хотя бы проигрывали ситуацию. Как такое возможно? Если мы откладываем этот узкий вопрос, который, он просто, мне кажется, самый актуальный сейчас. Потому что сейчас о приватизации вообще не говорят. Просто проиграем ситуацию. Вот стоит это предприятие, те же самолеты стоят, Таджикай. Они изнашиваются, приходят в негодность. Они не летают, они не работают. Деньги не работают. Что вы будете делать, просто простой гражданин, что он будет делать, когда у него в комнате лежит какой-то там, я не знаю, комод лежит, который трудно открыть, который трудно, проблемно. Он и положить туда нечего. Он пытается его продать. Здесь такая же логика. Или, скажем так, какая-то вещь, которой тебе трудно ей управлять. Он может сказать, что это... Машину, ты не вводишь машину и не хочешь ее водить. Что ты с ней сделаешь? Ты ее продашь. Ты не будешь ее рассуждать, чтобы 40% у меня контрольный пакет у меня был в кармане. Потому что водитель, который ее возьмет, он может ее разбить. А со страховыми фирмами ты не хочешь связываться. Почему обыденная логика не работает? Это для меня загадка. Такая пауза. Вот и все. Договорили. Это был, думаю, риторический вопрос, так? Я хочу, чтобы мы инициировали дискуссию. Вот это главная задача в наших... Мы не сможем сейчас с теми имеющимися данными и с теми имеющимися, скажем так, подводными течениями, которые мы много и не знаем. Мы не можем давать ответы конкретные, но мы можем инициировать дискуссии, и мы можем хоть немного прояснять ситуацию. Вот и над этим мы должны работать. Напомним, это был очередной и предпоследний выпуск цикла «История мировой экономики». 20-й еще впереди, а мы будем думать о том, что еще интересное и полезное придумать вам. Спасибо большое. Пока.